Ингушетия, новости 24. Здравствуйте. В Магасе состоялось совещание по обсуждению мер безопасности, социальной поддержки граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также перехода к постепенному снятию связанных с ней ограничений. Глава Ингушетии отметил, что единый режим самоизоляции, о завершении которого вчера было объявлено президентом России Владимиром Путиным, способствовал стабилизации ситуации и мобилизации всех сил системы здравоохранения страны. Меры по поддержке населения и бизнеса, которые были 11 мая озвученные главой государства в обращении, руководитель региона назвал беспрецедентными. Дальнейшие шаги президентом страны определены, и все они направлены на защиту интересов простых граждан. Это и безусловная поддержка семей с детьми, социальных работников, медперсонала и помощь бизнесу, которая тоже направлена на сохранение занятости и заработных плат, сказал Махмуд Али Калиматов. Отдельное внимание глава региона обратил на поддержку, оказываемую самозанятым гражданам, оформившим официально свой статус. В заключение глава республики отметил, что вся система поддержки будет считаться реализованной, когда помощь дойдет до адресатов. Для контроля и качественного осуществления мер поддержки он поручил провести анализ обращений на имя главы региона со стороны жителей по вопросам выплат компенсации. Я искренне хочу сказать им, спасибо огромное, огромное спасибо. Мы-то самоизоляции, а они еще в этих костюмах по 6-8 часов. Тем более с самыми опасными, в части зоне находятся. И они работают. Они жертвуют собой. Понимаете? И это надо учитывать. Поэтому, что касается врачей, все выплаты, все возможные, если есть помощь какая-то приходит, помогайте врачам. Я хочу твердо, настойчиво сказать всем, от кого зависит. От правительства, от министров, от глав районов, от директора школы, главного врача, любого руководителя. Где будет хоть одна жалоба, что выделенные деньги не получилось, что в больницах. Я спрашиваю министра, думаю, что это? Нет. Говорят, нет, деньги ушли. Куда ушли? В больницу. А что там? Документы, видите ли, не могут оформить вовремя. Понятно, сложность у них, занятость у них. Но вы же должны понимать, что люди должны выделенные деньги неделю-две находятся на счетах больницы. Я прошу министра здравоохранения, и представитель Владимирович, я прошу, персонально разберитесь. Мы стараемся довести их, а какие-то там сидят начальники, видите ли, не могут документы оформить. Еще раз прочитаю вам. Когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена, не считаясь рангами, нигде не спрячетесь, главы районов. И указ, вы его не ознакомьтесь, вы мне его изучите. Наша цель обеспечить право людей. Министерству труда, Минэкономразвития в первую очередь должны организовать методическую помощь населению, создать горячие линии, привлечь специалистов для проведения юридических консультаций по вопросу получения предлагаемых средств, помогать с оформлением документов. Я специально заострил, и мы с председателем правительства об этом говорили. Категорий людей много, а выплат много, до 3 лет, от 3 до 7 лет, другие выплаты. Поэтому вы должны донести до каждого человека. И если мне скажут, я обращался в городскую районную администрацию, а мне там непонятно, спрос будет с вас. Вплоть несоответствия занимаемой должности. Я абсолютно говорю вам твердо. Особый контроль взять управление обращения граждан, все жалобы социальной защищенности людей, которые говорят, мне не выплатили, мне социальный вопрос не решили, вычленять их и проверять. Но проверять так, чтобы было докладную, кто из чиновников
главы района, города конкретно, чтобы на мое имя писали объяснение, почему этот вопрос не решен был. Потому что глава, извините меня, вы там главы. Нечего на меня перекладывать, я свои обязанности буду выполнять. Но с вас будет спрос, то, что вы обязаны делать. Надо четко сегодня понять, что никакие праздники, вот у нас пост заканчивается с 23-24, я официально обращаюсь ко всем жителям республики. Мы очень тяжело переносим. Да, это очень сложно. Все это время изолироваться, сидеть. Никому не легко. Но если мы сегодня не сохраним режим, если у нас на спад не пойдет, мы опять по второму кругу пойдем. Поэтому у меня просьба большая просьба. И свадьбы будут потом играться, и мархаж будут каждый год. Я все это понимаю. Но сегодня говорят, нельзя. Если мы временно приостановили молиться в мечетях, даже в пятницу. Поэтому думаю, что надо очень четко разъяснить каждому, что надо вот эти 2 недели продержаться. То есть нам не нужна вспышка. Если она будет, то это насмарку все, что мы делали. Поэтому я очень прошу. Я понимаю, что это нелегко. Я понимаю, что много вопросов возникает. Но сегодня в указе президента четко сказано, вот 60 лет и старше, им вообще даже при ослаблении не нарушать самоизоляцию. Каждое предприятие, которое нами определены, они работают, значит, письменно, что они отвечают за обеспечение безопасности именно масками, перчатками. Значит, главы администрации, районные магазины, рынки. Значит, вы не перекладываете на правительство свои обязанности. У вас там арендаторы, запишите это. И на жалобы это обратить внимание, если будут такие. Ваши собственники или арендаторы, муниципалитет, у вас же арендуют и дают субаренду какой-нибудь там участок, там рынка, где-то продавать что-то. А теперь вот 2 месяца они говорят, вот пока вас не было, но за это время аренду нам платите. Аренду нам платите. Значит, в этой части я хотел бы, чтобы МВД подключилось. Если вот этот арендатор взимает плату, потому что люди не работали 2 месяца, а он говорит, а не важно, что ты не торговал, ты мне за аренду заплати. Это что за... Это что? У него уменьшились деньги какие-то, а у них-то вообще их нет. И я вам скажу, я с вас это спрашиваю, лично с вас. А если которые собственности имеют умники, да, которые вот такое предложение сделают, хоть одна жалоба к вам поступит, докладывайте в отдел внутренних дел, докладывайте, пишите письмо в налоговую, пожарный надзор, Роспотребнадзор, и вот эту вот эту кормушку, беспредельную которую, это же надо додуматься. Если он так, значит и мы должны подойти к нему по-государственному. Беда, она всех коснулась. Надо знать, кому нужна помощь. Кому она вот сегодня нужна, завтра нужна будет. Повернитесь к людям лицом. Лицом повернитесь к ним.
Вот сколько мы списки не брали, все-таки пошли, значит, а меня вот не учли. Вот я малоимущий, и в некоторых вещах обоснованно. Но вы же там живете, ваши главы сельских поселений там находятся. Ну почему не взять, вот выйти, еще 10 раз проверить, кому нужно, действительность нужно. Главная задача, она поставлена, чтобы мы вспышку не допустили. И персональную ответственность президент Владимир Владимирович Путин возложил на главу субъекта. Вот я за это отвечаю. А я буду спрашивать с вас. Понимаете, как руководитель штаба. У меня просьба. Любые вопросы есть, которые можно реализовать, можно помочь где-то есть. Неважно от форума, там и федеральный, и не федеральный. Чем мы можем помочь, мы тоже будем помогать. Обязательно. Понимаете, потому что нам надо продержаться. Нам надо продержаться. 10 899 больных выявлено за минувшие сутки в России. Общее число болеющих составляет 232 243 человека. Выздоровели 43 512 и 2116 скончались. В Ингушетии официально подтверждено 1290 случаев заболевания, 61 в тяжелом состоянии, 18 находятся на ИВЛ. Выздоровели 321, умерло 33 человека. Коронавирусом болеют практически во всех странах. На сегодняшний день в мире COVID-19 заражены более 4 миллионов человек. Погибших 286 тысяч. Ужасающие цифры меняются каждый день по нарастающей. Большинство зараженных в Ингушетии – люди в возрасте от 36 до 59 лет. К увеличению числа болеющих приводит нарушение карантина и режима самоизоляции. Пренебрежение мерами безопасности и несоблюдение правил гигиены – риск для всех и каждого. О ситуации с коронавирусом в регионе. Репортаж Зелимхана Калоева. Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки в зоне риска все. В Ингушетии уже 23 ребенка, зараженных опасным вирусом. Более того, многие дети переносят ковид бессимптомно и заражают других дольше, чем взрослые. К счастью, детское население нашего региона заболевания переносят в легкой форме. Ни одного ребенка на сегодняшний день в тяжелом состоянии, либо на аппарате ИВЛ у нас нету. И у нас даже есть малыш, которому всего лишь 10 дней от роду, у которого мы диагностировали пневмонию, подтвердили ее лабораторно, диагностически. И малышка идет сейчас, стабильно проходит лечение в условиях стационара детской республиканской клинической больницы. Что еще можно сказать? Что у нас идет активное выявление больных на КТ-исследованиях, потом, которые мы стараемся подтвердить лабораторным методом, то есть это ПЦР-диагностика. И у меня будет убедительная просьба ко всем тем, кто проходит ее на базе частных организаций. Не пропадайте. Убедительная просьба. Обратитесь к своему врачу по месту жительства. Потому что если сегодня вы являетесь бессимптомным носителем этого заболевания, если вас не волнует высокая температура, то есть лихорадка, одышка, это не означает, что так это плавно и пройдет. Сегодня в 3 медицинских организациях Ингушетии 65 тяжелобольных, которые находятся в реанимации. Из них 17 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы сами понимаем, что это большое количество людей для нашей маленькой республики. И это все люди, которые требуют пристального к себе внимания. То есть это внимание со стороны врачей-реаниматологов. И это идет колоссальная нагрузка на наших узких специалистов. А у нас реаниматологов не так много в республике. Нагрузка на них большая, так же, как и на других наших специалистов. Но больше всего все-таки проблем и, скажем, и работа достается именно этой категории людей. И поэтому я призываю наших земляков, нашу нацию, все-таки, если вы еще до сих пор не верите, что эта болезнь уносит жизни людей, вы можете в это не верить, но убедительная просьба, не пытайтесь в этом убедить оставшуюся часть населения. Потому что, бывает такое, что уважаемый человек, когда говорит глупые вещи, насколько бы они глупые не были, они воспринимаются народом как за истину. Врачи в один голос твердят, не надо доводить ситуацию до крайности, обращаться в больницы при первых же симптомах, а не когда медики уже априори не могут справиться. Все наши потери, которые мы сегодня имеем на сегодняшний день, а это немалое количество лиц, как правило, старше 60-65 лет, это люди, которые не обращались в медицинские организации, которые дома занимались самолечением, очень сейчас так скажем, модными народными средствами лечения.
Да, я согласна, народные средства, они хороши, но они хороши к месту. Если сегодня вы молодой, без хронических заболеваний, вы можете, скажем так, благодаря своей стабильной иммунной системе пройти те испытания и выйти из состояния. Но, к сожалению, люди более пожилого возраста, на которых мы начинаем экспериментировать все, что нам приходит в голову, все, что мы вычитаем в социальных сетях, к сожалению, они, может, чуть-чуть, картина у них улучшится, она стирается, и потом они все равно, это подавляющее большинство, поступают в больницу. Коронавирус – это не ВИЧ и не СПИД. Врачи говорят, стыдиться COVID-19 не нужно. Очень многие стесняются этого заболевания. Это не социально опасное заболевание. Оно, конечно, ИПИД неблагополучное в том плане, что оно высококонтагиозно и очень сильно распространяется. Но сегодня этим заболеванием болеть не стыдно. Поэтому позвоните врачу. Не можете дозвониться до врача, зайдите в социальную сеть, посмотрите, там все номера, все контакты обозначены. Не можете найти их, позвоните нам на горячую линию, которая всегда работает в круглосуточном режиме. А вот насчет работы той самой горячей линии у людей возникают вопросы. Многие жаловались, что не могут дозвониться до специалистов. Так ли это? Мы решили проверить, позвонив на номер, который вы видите на своих экранах. Алло. Алло, Дидик Халшин. У меня пропал вкус к еде и обоняние пропало тоже. Вот это же можно считать это симптомом коронавируса? А температура? Температура, 37, вот так. 37. Так, вы по какому адресу приезжаете? В участковому терапевту нужно обратиться. Еще не звонил. У вас есть телефон участковый? Нет. Вопросов нет. Потенциально больного проконсультировали и дали рекомендации. Врачи, в свою очередь, устали кому-либо что-либо доказывать. Ведь скептиков хватает до сих пор, даже после убедительной статистики и смертей. Вы сегодня все понимаете, мы все живем в одной маленькой республике, в которой плотность населения наравне с Москвой и Московской областью. То есть мы понимаем, насколько мы все тесно взаимосвязаны между собой, не только в компактном проживании, но и родственными связями. Вы посмотрите на количество людей, которые сегодня бегают по этим нашим аптекам, пытаясь дома лечиться. И посмотрите на количество госпитализированных, а сегодня взрослое население составляет 582 госпитализированных пациента, я имею в виду взрослых, со средней тяжелой степенью тяжести. Если вы скептик, если вы в это не верите, это ваше право. И сегодня заниматься вашим переубеждением, я считаю, лишней тратой времени. Не верите, это ваше дело. Встретитесь с этой проблемой, вот тогда вы и поверите. Под особой угрозой люди с хроническими заболеваниями, особенно старше 65 лет. Ученые утверждают, мужчины сложнее переносят коронавирус, чем женщины. Если вы дома лечитесь, не пытайтесь постоянно лежать, не пытайтесь постоянно принимать горизонтальное положение. Дело в том, что это болячка, которая чем больше мы принимаем горизонтальное положение, чем больше мы себя начинаем жалеть, она тем активнее нас берет в оборот. Но если у вас температура даже субфебрильная, если вы можете встать, пройдитесь по двору, подышите свежим воздухом, сделайте дыхательную гимнастику. Да, немножко трудно будет в первое время, но вы поймете, что чем чаще вы будете ее делать, тем легче будет и вашему организму. Настоящая чума 21 века, от которой пока не придумали лекарства. Самый непредсказуемый и опасный вирус, который может поджидать везде. Омерзительный и противный. 3D-модель нового коронавируса выглядит вот так. Частицы инфекции – это крошечные тела. Они распространяются значительно дальше, плюс вирус сохраняется в воздухе дольше. Закрытые пространства, где скапливаются много людей – это настоящая мина замедленного действия. Иммунитет и возраст не всегда спасают. Сложнее всего медикам прощаться с молодыми людьми. А их у нас, к сожалению, тоже были. Причем это были люди, которые занимались спортом, люди, которые не страдали, скажем, вредными привычками, люди, которые, скажем так, не имели хронических заболеваний, но, к сожалению, ни наших медицинских возможностей, ни наших знаний в лечении вот этой вот новой инфекции, ни наших, скажем так, ни помощи наших федеральных коллег, к сожалению, не всегда не хватает для того, чтобы вытащить из этого состояния. И мы их теряем. Теряем так, что когда теряешь молодого человека, который является отцом, тем более отцом многодетных семей, когда он очень нужен семье, когда он нужен в то время, когда идет становление детей как личности, влияние отца, оно имеет очень сильное значение.
Коронавирус поражает не только легкие, но и клетки кишечника, почки и капилляры. Многие слепо верят, что люди, умирающие чуть ли не ежедневно, имели свои болезни и погибли, к примеру, от сердечной недостаточности. Да, это так. Только вот обострила ситуацию та самая опасная инфекция ковид. Мы, к сожалению, потеряли несколько людей, которые находились на гемодиализе. В силу того, что и так иммунная система у них сниженная, они очень восприимчивы. И, к сожалению, вот сегодня говорить о том, что умер конкретно от ковида либо от другого заболевания, 100% постановка диагноза является только гистологическое исследование. А у нас в силу нашего, так скажем, наших религиозных убеждений не происходит патологоанатомического вскрытия. Но еще раз хочу сказать, что клиника ковида, она специфична. И сегодня, я думаю, ни один человек не может сказать, что у нас в республике как-то пневмонии, которые протекают, что они протекают как-то по-разному, ковидовски и не ковидовски. Сегодня клиника, симптоматика у всего населения, которое поступает, будь это стационар, будь это амбулаторное звено, оно на 99% оно специфичное. Если судить по количеству госпитализированных в стационары, ситуация, по словам Минздрава региона, немного стабилизировалась. Раньше в больницы поступали по 50-60 человек ежесуточно. Сейчас эта цифра уменьшилась до 35 человек. Уменьшение госпитализации взрослого населения дает нам надежду на то, что все-таки мы достигли платы, и сейчас наши тяжелые случаи, я сейчас имею в виду даже тяжелые и среднетяжелые наши случаи госпитализации, которые происходят в нашей медорганизации, что количество их все-таки будет уменьшаться, и к концу месяца у нас будет уже более радужная картина. Спасти мир, не выходя из дома, максимально сократить общение, не появляться на улице без крайней необходимости, соблюдать дистанцию и, самое главное, пользоваться мерами предосторожности. Единственная вакцина, которая известна и действенна на сегодняшний день. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Режим самоизоляции продолжается, а значит, выходить из дома по-прежнему можно только в случае крайней необходимости. Магазин, аптека, работа. Необходимо предостеречь себя и особенно своих детей от реальной угрозы заражения. Сейчас удержать чадо в 4 стенах тяжело. На улице установилась хорошая погода, солнечно, но прогулки надо отложить. С таким призывом к жителям региона обратилась начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Назрановскому району, полковник полиции Лейла Магушкова. Смертельно опасный вирус стремительно распространяется в мире, в стране и в республике. В этой связи органы внутренних дел и особенно инспекция по делам несовершеннолетних обращаются к населению с настоятельной просьбой ограничить пребывание детей вне дома. Некоторые воспринимают меры борьбы с эпидемией и введенный режим самоизоляции дополнительными школьными каникулами. Сейчас совершенно не то время, чтобы безопасно гулять на улице. Существует реальный риск заразиться и заразить своих родственников. Особой опасности находятся пожилые люди, дедушки и бабушки, а также взрослые с хроническими заболеваниями. Всех нас спасти может лишь ограничение контактов между людьми. Можно представить, как не просто родителям быть вместе с детьми на протяжении всего дня, когда в благополучные времена дети полдня были в школе или в детском саду. Невольно родители стремятся воспроизвести что-то подобное. Так дети оказываются на улице. А это чрезвычайно опасно и недопустимо. Давайте помнить, что по вине обеспеченности мы ежедневно теряем людей, погибшими от коронавируса. Пусть эта мысль о смертельной опасности останавливает вас. Пусть эта мысль будет сильнее беспечной мысли, что ничего не случится, если дети погуляют на улице. Сейчас Ингушетия в печальной пятерке лидеров по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Родители, будьте благоразумны, действуйте рационально, трезво, по-взрослому. Займите детей делами, играми, развлечениями, но в домашних условиях. Позволяйте себе отдых время от времени. Пусть лучше дети смотрят мультфильмы или играют в компьютерные игры, но пусть остаются дома. Учеба детей в онлайн-режиме добавила нагрузки родителям. Фактически получается, что родители как бы находятся с детьми в одном виртуальном классе, вовлекаются в учебный процесс, помогают детям, подсказывает. Но это тоже нагрузка на взрослых. Дайте детям действовать самостоятельно, без вашего участия. Стимулируйте и поощряйте онлайн-учебу детей. Хвалите, приводите в пример братьям и сестрам. Обещайте подарок за старательную учебу. Уважаемые родители,
Сейчас в ваших руках жизнь и здоровье ваших детей, родственников и ваши собственные. Берегите себя и своих близких. Будьте благоразумны. Следите за тем, чтобы ваши дети оставались дома в период эпидемии коронавируса. Это спасет ваши жизни. Сегодня Международный день медицинской сестры. С праздником представителя этой гуманной профессии поздравил на своей странице Инстаграм глава Ингушетии. Труд медицинских сестер, преданность и верность избранному делу, готовность в любое время суток прийти на помощь больным заслуживают самой высокой оценки. Ваш труд нелегок, требует большой самоотдачи и порой может казаться менее заметен. Но все мы знаем, что основная эмоциональная нагрузка, ежедневное общение с больными людьми ложатся все-таки на ваши плечи. Именно ваше неравнодушие и доброе слово играют немалую роль в процессе выздоровления больного. Особые слова благодарности выражаю медсестрам, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с самой коварной коронавирусной болезнью. С праздником вас! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Медсестры – обязательные помощники докторов, которые на протяжении всего срока лечения ухаживают и заботятся о пациенте. Сейчас медсестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Этот праздник – еще один повод поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Как у них получается отмечать профессиональный праздник на работе, выясняла Хава Гагиева. Герои выглядят по-разному. Кто-то носит плащи, а кто-то медицинские халаты. Вот уже на протяжении 45 лет у Рукет Бековой важная миссия – помогать врачу. А начиналось все с обычного детского желания творить добро. Теперь же это работа всей ее жизни, которая не терпит ошибок. Приходим на работу, проверяю свои кабинеты работников, как они приходят, все ли на месте. Потом уже иду на прием с врачом. Прием у нас начинается с 9 до часу. С часу и дальше я работаю над бумагами, компьютером. Больных закрываем с врачом. Идет прием. Свой профессиональный праздник они, как обычно, празднуют на работе. Сейчас, в период коронавируса, невозможно переоценить труд медсестер. Вместе с врачами они каждый день на передовой, и никакие сверхтехнологии не могут заменить рук медсестры. А навыков, полученных в процессе работы, достаточно для определения заболеваний и оказания первой медицинской помощи. Нагрузка идет больше на медсестру. В процедурных кабинетах медсестры, перевязочных кабинетах медсестры, даже документация. То, что врач скажет, заполнить карту там, или описать, или что-то сделать, это делает медсестра опять-таки. Конечно, без медсестры врач работать не сможет. Но даже если сможет, будет очень тяжело. Нагрузку тянет больше младший медперсонал. Так что можно сказать, как прямо есть половинка врача. Если одни давно в медицине, то другие только начали осваивать дело Гиппократа. Каждый день уколы, инъекции, капельницы. Обычная работа для отделения хирургии. Здесь для медсестры важно быть и психологом для своих пациентов, уметь успокоить и устранить страх, особенно у малышей. Трудностей бывает немало, конечно, так как дети бывают очень капризными, маленькие детишки наши. В хирургическом отделении мы делаем перевязки детям, так как это не очень приятно. Детишки капризничают, как-то успокаиваем их и работаем с детишками. Как и взрослого, особенно маленького, приходится успокаивать, утешать во время процедуры. По словам Рукет Бековой, самое главное для начинающей медсестры равняться на тех, кто выполняет свою работу добросовестно. И тогда каждый новый рабочий день, каждый новый пациент будет лишь в радость. Сегодня одни больные, завтра другие. И каждый больной по-своему интересен, по-своему. Каждому хочется вытянуться из того, что вот попало на него, можно сказать, болячки, болезнь. Любовь к работе, это как бы приходит она со временем. Можно сказать, кроме этой работы, я, например, другую работу и сегодня не выбрала. Было бы мне сегодня 20 лет. День медсестры очень знаменательный. Праздник для многих медицинских учреждений. Дата для этого мероприятия была выбрана не случайно. Именно 12 мая родилась Флоренс Найтингель, которая была основательницей современного сестринского дела. С тех пор медицинских вузов начали открывать факультет по подготовке медицинских сестер. Этих женщин каждый называет по-разному – спасательницы или сестры милосердия. Но одно остается точным – они выполняют благородную миссию. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.
Всех медицинских сестер с профессиональным праздником поздравила и министр здравоохранения Ингушетии Зарема Алиянова. Ежегодно 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. От души хочу поздравить от себя лично и от всего медицинского сообщества наших медицинских сестер, наших медицинских братьев, людей, которых сегодня мы можем выделить как людей самоотверженных, как людей, посвятивших себя своей профессии и сегодня отдающих свои все силы и подвергая себя опасности, находящихся на передовой. Это полноценные медицинские работники, которые могут заменить и врача, которые могут оказать неоценимую помощь больному, даже не дожидаясь врача или более старшего сотрудника. Поэтому роль медицинских сестер, роль медицинских братьев переоценить невозможно. Это призвание, это образ жизни. Ну, думаю, что каждый человек в своей жизни встречался с работой медицинских сестер. Хочу поздравить всех медицинских сестер, медицинских братьев. И самое главное, чего я хотела бы им пожелать, это здоровье. Здоровье, сохранение своего здоровья. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваше милосердие, спасибо за то, что вы оказываетесь у постели больного чаще всех других. Без вашей помощи врачи не смогли бы работать и спасать людей. Я благодарю вас за ваш труд и желаю вам всего самого наилучшего. Ну, я думаю, что наш праздник мы, может быть, перенесем на более поздний срок, именно чествование вас. Я думаю, что по окончании всей нашей пандемии по коронавирусу все-таки мы сможем провести наше такое мероприятие. И я думаю, вы получите заслуженные свои награды и получите заслуженные свои поздравления. Карантин, к сожалению, никак не повлиял на статистику ДТП. В период всеобщей готовности, минимального контактирования и передвижения ингушские водители продолжают лихачить. Выезд на встречную полосу, превышение скорости, игнорирование ремней безопасности по-прежнему остаются частыми нарушениями на дорогах региона. В итоге мы теряем родных и близких. О последних крупных ДТП репортаж Микаила Тангиева. Последние дни жители Ингушетии столкнулись с немалыми трудностями из-за проливных дождей, которые вызвали наводнение в ряде населенных пунктов региона. Последствия стихии уже решаются, но одна беда сменила другую. Стоило на улице немного потеплеть, как на дорогах республики вновь прокатилась волна серьезных ДТП. Только за последние 3 суток произошло 3 аварии, где не обошлось без пострадавших. Одна из таких аварий произошла 9 мая на федеральной автодороге Кавказ в районе села Барсуки. Водитель внедорожника Toyota не справился с управлением и врезался в девятку, идущую навстречу. После удара хозяин легковушки был с травмами доставлен в Назранскую ИРКБ. А это видео первых минут после ДТП, которое произошло на все той же федеральной трассе и в тот же день, только уже ближе к 10 часам вечера. Водитель Приори выехал с обочины и врезался в грузовой автомобиль «Газель». Очевидцы аварии быстро доставили пострадавшего в республиканскую больницу. С тех пор, как ввели режим самоизоляции, обстановка на дорогах оставляет желать лучшего, сетуют госавтоинспекторы. Режим самоизоляции введен для того, чтобы мы выходили из своих домов по острой необходимости. И водители, которые выезжают из домов, должны строго соблюдать правила дорожного движения. Отсутствие транспортных средств и расчет на то, что транспортное средство не появится, это нужно убирать из своего сознания и понимать о том, что такие же люди выезжают по таким же вопросам из домов и могут появиться также на проезжей части и пешие наши граждане, и водители. В результате аварий на дорогах нашей республики не обошлось и без летальных исходов. Достаточно вспомнить трагедию, которая недавно произошла в Малгобеке. На большой скорости столкнулись 2 легковушки, и от полученных травм водитель и 2 его детей, 10 и 13 лет, скончались на месте. Этот случай еще один повод задуматься о безопасности на дороге, подчеркивают сотрудники ГИБДД. Водители, которые являются причинами того, что, к сожалению, у нас гибнут и количество людей, они не в полном, наверное, смогут понять, насколько это потерять и покалечить своего родного человека, но, к сожалению, и не призывает даже себя самого к исправлению и соблюдению правил дорожного движения. У нас есть ряд водителей, которые
после совершения одного ДТП, где, к сожалению, гибли люди, совершали их еще неоднократно. Строгое соблюдение ПДД, уважение к остальным участникам дорожного движения поможет избежать ошибки, которые приводят к трагедии. Сейчас и без того много угроз для здоровья человека, и усугублять сложившуюся ситуацию – это верх безответственности прежде всего по отношению к себе. Михаил Тангиев, Магомед Аскиев, Новости 24. А на полях тем временем вовсю идет работа. Аграрии сеют картофель и ячмень, занимаются подкормкой озимых. Весенняя посевная кампания проходит по плану. Пандемия коронавируса на обработку почвы и посев яровых зерновых культур никак не повлияла. Дефицита продуктов не ожидается, заявляют в Минсельхозе. О прогнозах аграриев на урожай сюжет нашего корреспондента. На этой обширной территории раскинулись поля ГУПа «Беркут». 9 тракторов и 3 комбайна позволяют обрабатывать более 1200 гектаров земли. Овес, пшеница, горчица и кукуруза. На пахотных землях выращивают почти все озимые и яровые культуры. Главной бедой для предприятия является местный климат. ГУП располагается в засушливой зоне. Здесь очень редко бывают дожди, из-за чего объем урожая бывает на порядок ниже, чем ожидалось. В этом году, кроме яровых культур, планируют засеять и так называемую суданскую траву. Посевная в Беркуте идет по расписанию, даже несмотря на бушующий вирус. С позитивным настроем приступили к работе и в ГУПе имени Серго Орджоникидзе. В этом году под посадку пшеницы здесь отвели 500 гектаров из 1300 имеющихся. Одной только кукурузой в этом году планируют засеять около 900 гектаров. Благодаря договору с Минсельхозом зерна закупают в соседнем регионе, предварительно подготовленные к посеву, что облегчает работу аграриям. А что касается ГУПа «Магаз», то здесь посевные площади составляют почти 1000 гектаров, на которых выращивается озимая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, картофель и однолетние травы. При хорошем урожае аграрии рассчитывают получить солидную прибыль в этом году. Общая площадь посевных полей составляет десятки тысяч гектаров земли, и 42 тысяч гектаров яровых на сегодняшний день отсеяно более 60%. Работы начаты, но капризы погоды могут внести существенные изменения в планы аграриев. Минсельхоз держит руку на пульсе, чтобы у работников ГУПов и МУПов все проходило без сбоев. В этом году более 1000 гектар засеваем, уже процентов 70 уже засеяли картошкой. И овощи открытого грунта у нас где-то 285 гектар. Ну, это в смысле борщевой набор, так называемый. Это томаты, это капуста, морковь. Чтобы республика наша была обеспечена всеми сельскохозяйственными продуктами, основными продуктами, мы эту задачу себе поставили и решаем эту задачу. Что касается семян пшеницы, кукурузы, овощей и подсолнечника, то они были своевременно завезены из соседнего региона. Выбор пал на элитные семена озимых и других видов культур. Семена мы в основном завозили Шелковского агрохимзавода. У нас есть долгосрочный контракт с ними. Оттуда завозили мы семена и завезли своевременно. Посевная идет в полном объеме. Не всегда сельскохозяйственная отрасль идет в гору. Порой приходится терпеть убытки. В качестве примера можно привести случай массовой гибели пчел в Бертюрте. Пасечники уверены, что причина кроется в химикатах, которыми обработали близлежащие поля, нектар с которого и собирали пчелы. Но вот что говорит об этом региональный Минсельхоз. На территории Республики Ингушетия ни государственными унитарными предприятиями, ни крестьянско-фермерскими хозяйствами обработки химикатами пока не проводились. Несмотря на трудности, сельхозотрасль не стоит на месте. Весеннюю посевную кампанию планируют провести по намеченному плану и завершить в конце этого месяца. Каким в итоге получится урожай, здесь не гадают, да и подсчитывать пока рано. Прогноз – дело неблагодарное, уверяют аграрии. Испытано на собственном опыте, но все же надеются, что он будет лучше, чем в прошлые годы. Михаил Тангиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.